Это программа «Итоги на пирамиде», и с вами я, ее ведущая Бахтыгуль Ахматова. Здравствуйте! И в преддверии Дня независимости сегодняшний наш выпуск будет посвящен наиболее значимым событиям, которые произошли в суверенном Кыргызстане за 28 лет. И в начале программы коротко о главном. Ровно через неделю Кыргызстан отметит 28-ю годовщину независимости. Самые важные даты, история создания и принятия государственной символики, а также ее роль в укреплении кыргызской государственности. Конечно, это очень одобрительно приняло. Самостоятельно мы стали суверенным государством со своим гербом, флагом и гимн страны, особенно со своей национальной валютой. Что произошло в стране за 28 лет? С кем Кыргызстан наладил контакты за годы своей независимости? Нас начали признавать международные финансовые институты, начали оказывать огромную помощь. Развитие экономики суверенного Кыргызстана и о ее состоянии на сегодня. Очень много детские учреждения, дошкольные, учебные заведения школьные сейчас начали строить. Уделять внимание регионам, потому что если мы регионы не поднимем, наше государство, это будет большие проблемы. Теперь обо всем по порядку. Ровно через неделю Кыргызстан отпразднует 28-ю годовщину независимости. 31 августа 1991 года страна получила суверенитет. Так, 28 лет назад Кыргызстан обрел независимость и суверенитет. Наша страна получила возможность выбрать свой путь, свою судьбу, свое будущее. За все 28 лет независимости наша республика пережила множество переломных моментов. Менялись режимы и государственные деятели, менялся экономический путь страны. Кыргызстан пережил кризис 90-х, подстраивался под рыночные отношения, налаживал связи с миром, впрочем, как и многие страны уже бывшего Советского Союза. Сейчас, можно сказать, страна выглядит более окреплой, развитой и готовой к новым свершениям. Мы предлагаем сегодня вспомнить наиболее значимые события, которые произошли в суверенном Кыргызстане за 28 лет. Так, 31 августа 1991 года Верховный Совет Республики Кыргызстан подписал Декларацию о государственном суверенитете республики. Именно с этой даты начинается отсчет новой истории республики. Кыргызстан стал демократической страной. За годы своей независимости мы наладили контакты со многими странами. За это время укрепились партнерские отношения, а также республика вступила в ряд международных организаций, в числе которых ООН, которые помогали становлению независимого Кыргызстана. На сегодня Кыргызстан сотрудничает более чем 90 организациями в социальных, экономических, экологических областях, с организациями, занимающихся здравоохранением, культурой, защитой прав людей и другими. Причем Кыргызстан в этих организациях выступает как полноценный партнер. О внешней политике суверенного государства смотрите в материале Джибек Шаршимбиевой. День обретения независимости является одним из самых главных и основных праздников нашего народа. В этом году кыргызстанцы отмечают ее 28-ю годовщину. Этот праздник символизирует собой самостоятельность и свободу нашего государства. Независимость страны одним из первых признали Соединенные Штаты Америки. Далее наш основной стратегический партнер – Россия и Китай. За ними последовали и другие. Так, более чем в 135 странах мира был признан суверенитет нашей страны. А с 96 государствами у Кыргызстана налажены дипломатические отношения. Так у нас появилась возможность самостоятельно строить связи с другими государствами и принимать наравне с ними различные решения, направленные на развитие своего государства. Если многие страны путем различных кровопролитий завоевывали свою независимость, то мы приобрели этот статус мирным путем, чему мы должны радоваться, говорит чрезвычайный и полномочный посол Зарылбек Ахматбеков. Мы, кыргызстанцы, бизге Кудай берип койду, мы просто нам повезло, мы сегодня живем в условиях демократии, условиях независимости.
Значит, многие государства мира, больше 90 государств признали нашу независимость. Это много значит. И мы пошли строить наш Кыргызстан демократическим путем. Мы идем по пути демократии. У нас это самое свобода слова, свобода действий. Нас оберегает Конституция. На сегодня мы живем в демократическом независимом государстве. У нас есть своя соответствующая атрибутика. Мы счастливые люди. Это все мы должны беречь, говорит он. В настоящее время все государства уважают, хотят иметь дипломатические отношения с Кыргызской республикой. Кыргызская республика – это уникальное государство. Посмотрите, какие это самое проводят мероприятия. Это заседания ШОС, разные встречи, это самые руководителей независимых государств. Это все значит, это признание Кыргызской республики. В свое время Кыргызстан одним из первых поддержали великие державы мира, такие как США, Россия и Китай. Это говорило об их приверженности к сотрудничеству. Также Кыргызстан вел многовекторную внешнюю политику в направлении Европы и восточных стран, посредством которого страна имеет множество партнеров и союзников, накопив при этом огромное количество международно-договорной базы, говорит Темирбек Нурматов. Подписали соглашения, двусторонние, многосторонние соглашения в сфере экономики, культуры, науки. Особенно это касается военно-политических отношений. Да? То есть мы смогли именно себя во всех отношениях, скажем, создать базу, да, для дальнейших двусторонних и многосторонних отношений. Благодаря этой работе, конечно, во многом нам было как бы легче, да, например, потому что, видите, были определенные события, и те соглашения, которые были ранее подписаны, они понадобились, да. Обретение независимости не могло не повлиять на внутреннюю политику страны. Так, суверенитет дал старт рыночной экономике. В страну начали поступать инвестиции, развивалось сельское хозяйство. Также в стране были сложности. Мы пережили две большие революции в 2005 и 2010 годах. И наш народ получил большой опыт, и впредь повторения подобных событий кыргызстанцы не желают, и народ не допустит подобных происшествий. Немаловажным фактором признания на мировой арене страны является ее членство в авторитетных международных организациях. Так, по словам экспертов, членство страны в ООН сыграло большую роль для развития страны и утверждения своего авторитета, говорит Эдиль Османбетов. Мы сохраняем свой статус как островка демократии. Другие страны Центральной Азии, даже СНГ, они не имеют такого статуса. И вот тот опыт политический, это те наши демократические реформы, то, что мы можем назвать, что мы страна политический центр Центральной Азии, и мы страна политических инноваций. И те реформы, тот путь, который мы ищем, свою кыргызскую модель развития, это другие страны Центральной Азии, особенно Казахстан, Узбекистан, они тоже перенимают, они видят наш опыт и ищем. И я думаю, в этом отношении, конечно, мы намного впереди, на 20-30 лет вперед, чем наши соседи. Может быть, в экономически у нас сложнее, но именно в этом большую роль играет. Мы члены СНГ со дня основания, плюс у нас есть прямые такие взаимоотношения, которые мы можем, мы члены Тюрксой организации, мы члены 2015 года ЕАЭС, как это экономический союз, или раньше называли его таможенный союз 5 государств. В этих рамках мы тоже стараемся найти свое место в разделении в рамках ЕАЭС. В марте этого года президент провел встречу с главами дипмиссий, которые не проводились с 2017 года. На совещании он отметил, что во главу угла нужно ставить национальные интересы. Прохлаждаться словом времени нет. Пора о стране думать, тогда заявил президент. Руководством страны поставлена задача перед послами, да, руководителями дипломатических представительств, чтобы они активно вовлеклись в развитие экономики страны, то есть в развитии, в привлечении иностранных инвестиций, да, вот именно, чтобы они способствовали социально-экономическому развитию страны, нашей республики. Кыргызстанцы должны гордиться тем, что они получили независимость без кровопролития и войн. За все эти годы Кыргызстан смог стать такой страной, с которой многие государства хотят иметь дипломатические отношения. За все эти годы Кыргызстан прошел через многие испытания, но сохранил самое главное – независимость. Жибек Шашамбиева, Нурдан Гарпеков, Пирамида. Экономика Кыргызстана является важной составной частью национальной экономики
как и вышеперечисленное. Перед главами государства за минувшие 28 лет стоял острый вопрос подъема экономики страны, так как после развала Советского Союза во всех странах отмечался большой спад. 91 год переломный в истории нашей страны. Тогда дела с экономикой обстояли, мягко говоря, неважные. Москва перестала датировать крупные предприятия, тем самым в стране одна за другой останавливались огромные общесоюзные стройки. Именно на тот период появились первые признаки предпринимательской деятельности. Несомненно, первые несколько лет независимости были тяжелыми как в социальной, так и экономической сферах, но как известно, на ошибках учатся. Несмотря на это, почти за весь период независимости отмечался рост ВВП. С 2,5 миллиардов долларов США в 1991 году ВВП вырос до 6,5 миллиардов долларов. Значительную часть экономики республики поднимают трудовые мигранты. Они переводят на родину большие суммы денег. Они же, вернувшись на родину, становятся предпринимателями и развивают свой бизнес. С каждым годом он разрастается, а государство, в свою очередь, идет ему навстречу и создает все необходимые условия. Когда говорят о каком-либо государстве, в первую очередь обращаются к экономике, поскольку именно она является ячейкой, центром, генератором, если хотите, любой страны. Давайте посмотрим на экономику Кыргызстана. Кыргызстан – маленькая, но вполне успешная для своего возраста страна. Однако, как и у любой республики, в экономике она потерпела и взлеты, и падения. В Кыргызстане экономика развивалась не столь медленно, как это принято в ранее зависимых странах. Но с развитием экономики в начале независимости происходил хаос. Неправильный и неопытный менеджмент некоторых структур привел к тому, с чем приходится работать нынешней власти. И все же, как создавалась экономика в Кыргызстане, подробнее рассказали эксперты. Мы же легендарный парламент принял одним из первых среди стран Содружества национальную валюту СОМ. И наш СОМ сейчас держит страну. Благодаря СОМу наша экономика держится. Смотри, что делается в Казахстане. Смотри, что делается сейчас в Узбекистане. Мы же сразу его отпустили. Мы когда создавали национальную валюту, один сом был равен 4 только долларам. 4. Ну хорошо, сейчас по 69, но вот у других-то инфляция страшная, там 1000 там. То есть здесь мы победили экономически. То есть легендарный парламент создал правовую, экономическую и политическую основу нового независимого государства. Экономика Кыргызстана в последние годы более-менее стабилизировалась, и эксперты отмечают ее рост, пусть и небольшой. Держится экономика республики на сельском хозяйстве, экспорте, мигрантах и многом другом. Однако стоит сравнить тот Кыргызстан, который только обрел независимость, и Кыргызстан, который уже более четверти века является самостоятельным независимым государством. У нас примерно в 90-е годы сдавалось 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Сразу же на следующий год после независимости упало до 200 тысяч квадратных метров. То есть очень серьезное падение в строительстве было. В целом, получается, по стране ВВП сильно упало. И постепенно в течение 27 лет сейчас мы только наверстываем это время. Сегодня уже опять, впервые в прошлом году, объемы строительства опять стали 1,5 миллиона квадратных метров в год. Отечественные компании с недавнего времени начали активный выход на международный рынок. Товары становятся узнаваемыми, повышается популярность Кыргызстана. Основными потребителями отечественного рынка являются страны ЕАЭС, особенно Россия. Кстати, вступление в ЕАЭС имеет особую значимость в развитии экономики Кыргызстана. Об этом подробнее рассказал знаток в сфере евразийских отношений. В силу того, что Кыргызстан входил из зону свободной торговли СНГ, и мы вошли в ВТО в 1999 году, спорный шаг, но как минимум давший нам какие-то возможности, то уже с начала 2000-х годов начинают массово развиваться такие крупные рынки, как Карасу, Дордой и целый ряд других, которые становятся самыми крупными в Центральной Азии. И по сути через нас с уплатой минимальных таможенных пошлин в бюджет, и пользуясь тем, что находясь в ВТО мы можем заводить сюда крайне дешево, и находясь в свободной зоне СНГ, мы можем все, что мы сюда завезли, опять же завезли не только крупные фирмы, но каждый отдельный гражданин человек, торговец, чермок, мы все это можем подавать на внешние рынки, то есть завезя из Турции, Китая, Арабских Эмиратов товар, в основном обувь, одежду,
товары бытового назначения. Мы все это с таможней здесь по 3 цента за килограмм в среднем продавали в Казахстан, Россию. И все начало 2000-х это именно рост экспортной экономики, которое дало нам огромный средний класс, дало целый ряд политических свобод, дало определенным образом мыслящий Бишкек, дало позднее мощнейший стимул к строительству, опять же, в Бишкеке и в Чуйской области, в меньшей степени в Аше. К слову, товары из Кыргызстана славятся своей натуральностью и бюджетными ценами. Из минусов стоит отметить, что большая часть отправляемых товаров являются сырыми – овощи, мясо и так далее. Поэтому эксперты предлагают создавать перерабатывающие заводы для изготовления различной нескоропортящейся продукции. Кроме того, в последние годы активно развивается туристическая отрасль, что тоже приносит свой немалый вклад в бюджет страны. Помимо летнего периода, туристы стали приезжать в нашу республику уже и в другие времена года. Их привлекают горы, озера и чистейшая природа. Отчасти эта заслуга лежит и на всемирных играх кочевников. Для западных туристов это необычное мероприятие. Игры кочевников попали в Книгу рекордов Гиннесса и стали популярным отечественным брендом во всем мире. Безусловно, в части экономики в Кыргызстане есть над чем поработать. Однако невозможно не отметить и позитивный рост экономики. Ведь сейчас Кыргызстан не хуже, чем раньше, не только в экономическом плане, а с каждым годом становится лучше. Айзада Урумбаева, Нурдан Сергеев. Итоги на пирамиде. Как и у любого независимого государства, у нашей республики есть свои флаг, герб, гимн, конституция и валюта. Каждая страна и государство имеет свои определенные значимые для нее обозначения, которые мы в повседневной жизни называем государственной символикой. Для населения той или иной страны она играет очень важную роль. Она олицетворяет патриотизм. Также государственная символика помогает понять историю своего государства. В связи с такой важностью она охраняется законом. Об истории создания нашей национальной символики и о ее роли в укреплении кыргызской государственности смотрите в следующем материале. День независимости – дата, которая в сердце каждого кыргызстанца вызывает трепетные чувства. В нашей стране мы на протяжении 28 лет живем по принципам свободы и демократии, которые стали фундаментальными в нашем государстве. Кыргызстан обрел независимость 31 августа 1991 года. В этом же году был избран первый президент страны Аскар Акаев. После независимости, естественно, встал вопрос об утверждении в стране символов суверенного государства. Это своя конституция, флаг, герб и гимн, а также национальной валюты. Народ Кыргызстана нуждался в объединении, и принятие символов суверенитета только способствовало этому. До момента обретения независимости мы находились в рублевой зоне и нуждались в соме. Так был объявлен конкурс на создание символов, и приняли участие довольно много творческих людей страны. Хоть были и сложности, но спустя время все государственные символы были приняты. Общество, конечно, это очень одобрительно приняло. Самостоятельно мы стали суверенным государством со своим гербом, флагом. И гимн страны, особенно со своей национальной валютой. Символы, атрибуты независимости, они неспроста введены в историю человечества. Например, когда поют гимн, все встают и все повторяют слова гимна с нашим флагом и под нашим гербом. Принятие декларации о государственной независимости положило начало новому этапу в новейшей истории Кыргызстана. Кыргызстан заявил о своей приверженности общепризнанным принципам международного права, дружбы и сотрудничества между народами, неуклонном соблюдении ранее принятых на себя обязательств. И после принятия декларации началась большая работа становления страны. Все началось с принятия новой конституции. 5 мая 1993 года Кыргызская республика обрела конституцию, которая была принята на 12-й сессии Верховного Совета Кыргызской республики легендарным парламентом. В основном законе Кыргызстан провозглашался демократическим, правовым, светским государством, основанным на принципах свободы, независимости и единства. Мы состоялись как самостоятельное демократическое государство. Мы стали членом Организации Объединенных Наций. Это же огромное дело. Раньше было только 3 республики. Советский Союз, Украина, Белоруссия. А мы, маленькое государство, стали членом Организации Объединенных Наций, членом ЮНЕСКО, членом многочисленных международных организаций. Начали признавать международные финансовые институты, начали оказывать огромную помощь. А потом
Мы были же тогда островком демократии, действительно. Светящиеся многие годы во всех документах, во всех масштабных мероприятиях и, наконец, в сердце каждого кыргызстанца герб Кыргызской республики радует глаза граждан уже на протяжении 25 лет. Герб содержит 4 основных элемента – алато, иссыкуль, акшумкар и колосья пшеницы с хлопком. Цветов в гербе тоже 4 – голубой, белый, золотисто-желтый и коричневый. Генерал-майор милиции запаса Садырбек Дубанаев, соавтор герба нашей страны, рассказал, что работа над гербом заняла 2 года. В комиссию по государственной символике легендарного парламента вошел 21 депутат. Наш эскиз под наименованием НУР-19 набрал много хороших отзывов, и конкурсная комиссия выбрала этот наш эскиз герба в числе других 5 эскизов, вспоминает Дубанаев. Мы с Абдраевым изучили все книги о геральдике, проанализировали символы других стран. Все обсуждаемые идеи художник реализовал на бумаге. Поначалу основным художественным компонентом был орел, держащий в когтях копье, орел, держащий тундук юрты или кокор. Все эти варианты впоследствии мы отвергли. Аксакалы, увидев эскизный проект, заметили, что тундук не может быть в нижней части композиции герба. Его надо переместить наверх, так как в народе было ругательство «тундугун тушкур», а орел и копье придавали нашей композиции некоторую агрессивность. К концу 1992 года у нас уже появилось несколько серьезных проектов эскизов. Депутаты парламента, которым в кулуарах я показывал эскизы, остановили взор на одном проекте с изображением сокола Манаса и отметили, что это действительно находка. А флаг является наиважнейшим атрибутом в каждом государстве. Ну а для кыргызстанцев это нечто великое, что создает чувство гордости и патриотизма. Государственный флаг республики был утвержден Джугурку Кенешем 3 марта 1992 года и представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый солнечный диск. От него расходятся 40 лучей золотистого цвета, объединенных в круг, что означает объединение 40 древних племен в единый Кыргызстан. Внутри солнечного диска красным цветом изображен тундук кыргызской юрты. Тундук символизирует единство народов, проживающих в стране. Красный цвет флага был цветом флага великодушного Манаса. Изначально государственный флаг был синего цвета, но позже остановились на красном, символизирующем доблесть и смелость. Авторами флага являются Идиль Айдарбеков, Бигболсун Джайчибеков, Сабыр Иптаров, Джусуп Матаев, Маматбек Сыдыков. 25 лет назад, 18 декабря 1992 года, постановлением Джугурку Кенеша был утвержден государственный гимн Кыргызской республики. Гимн создан композиторами Насыром Давлесовым и Кылыем Молдобасановым на слова поэтов Джалила Сыдыкова и Шабданбека Кулуева. При официальном исполнении государственного гимна присутствующие слушают его стоя. Мужчины без головных уборов, за исключением национального головного убора и специального головного убора лиц, религиозные убеждения которых рассматривают обнажение головы как неуважение. При этом кыргызстанцы поют гимн и прикладывают правую руку к левой стороне груди. В 2011 году Джугурку Кенешем была создана комиссия по изменению текста государственного гимна и внешнего вида государственного флага, которую возглавил депутат Абдрахман Маматалиев. В конце 2012 года комиссия пришла к заключению убрать второй куплет полностью. Обретение независимости было очень значимым событием в нашей жизни. Когда мы обрели суверенитет, нам надо было в срочном порядке утвердить все атрибуты независимого государства. Тогда шел большой конкурс на создание флага, герба и гимна. Я написал текст и отправил в комиссию, чтобы его утвердили, и мой текст тогда хорошо оценили. Комиссия утвердила 3 человек, которые работали над написанием гимна. Тогда глава комиссии сказал, чтобы мы объединились и написали хороший текст. Но наш 3-й участник не пришел, и мы вдвоем с Джалилом Сыдыковым работали над текстом. Комиссия, в которую входило 37 человек, регулярно нас проверяла и вносила правки. Заключительный вариант текста был отправлен в Джугурку Кенеш, и там его приняли большинством голосов. Наша национальная валюта СОМ прошла сложный путь становления, неоднократно выдерживая суровые экзамены глобальных экономических кризисов. Собственная валюта Кыргызстана была введена 10 мая 1993 года. В те смутные 90-е на фоне финансового кризиса, который царил в экономиках бывших советских республик,
республик после распада Союза. Ее введение являлось на тот момент большим достижением страны. Денежно-кредитный суверенитет Кыргызстана позволил сдержать инфляцию и не допустить значительного обесценивания сома. Сегодня кыргызский сом состоялся и стал одной из наиболее устойчивых валют на постсоветском пространстве. Банкноты различным достоинством отражают историко-культурное наследие и национальный колорит. Следует отметить, что современные кыргызские деньги призваны одной из самых красивых валют в мире, а памятную банкноту номиналом 2000 сомов признали лучшей в странах СНГ. Алина Хайдаршина, Джентай Макенов, «Пирамида». Медеткан Шеремкулов стал первым, кто возглавил парламент Кыргызстана. Он проработал на должности председателя Верховного Совета Кыргызстана с 11 декабря 1990 года до 13 сентября 1994. С 2007 по 2012 годы проработал послом Кыргызстана в Иране. Этот человек – живая легенда. Можно сказать, он стоял у истоков зарождения суверенного Кыргызстана, руководил легендарным парламентом, подписывал документы, благодаря которым Кыргызстан в 90-е годы обрел суверенитет. В преддверии празднования Дня независимости мы связались со спикером легендарного парламента Кыргызстана. Здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Спасибо, я тоже рад. 31 августа 1991 года Верховный Совет на экстренной сессии принял документ из 5 пунктов. В тот момент значительная часть населения еще не осознала исторического значения этого листочка бумаги. Осознание пришло позже, но это был день рождения новой страны. С позиции сегодняшнего дня расскажите, какие сложности пришлось преодолеть? Любой народ, консолидированный, многочисленный народ, мечтает иметь свою собственную государственность. И чтобы идти к независимому, суверенному государству, многие народы ведут борьбу иногда веками, тысячелетиями. Именно таким народом относится и наш древний кыргызский народ. Мы тоже в течение своей многолетней истории старались, стремились, мечтали иметь свою государственность. И именно такая государственность появилась в 20 веке. Основа возникновения кыргызской государственности в 20 веке – это 1924 год, 14 октября, когда была образована Каракыргызская автономная область. В 1926 году она преобразовалась в Кыргызскую автономную Советскую Социалистическую Республику. В 1936 году прошлого века Киргизия стала в составе Советского Союза одной из 16 союзных республик, как Кыргызская Советская Социалистическая Республика. И только 15 декабря 1990 года Жогорку Кеңеш, тогда назывался он Верховный Совет, принял исторический документ, который называется «Декларация о суверенитете Кыргызской Республики». Именно 15 декабря 1990 года мы провозгласили новую республику. Вместо Кыргызской Советской Социалистической Республики назвали свою страну Кыргызская Республика. И вот тот документ, о котором вы сейчас говорите, Декларация о независимости, принятая 31 августа 1991 года, положила полную, окончательную и полноценную основу возникновения новой кыргызской государственности. Как вы правильно отметили, декларация состояла всего из 10 пунктов. Но обратите внимание, и как человек, который принимал этот документ, и как человек, подписавший декларацию о независимости, я хочу сказать, эта декларация, этот документ не имеет, так сказать, цены. Она бесценна для нас, для кыргызов, для всех кыргызстанцев. Первая статья данного документа, декларации о независимости, гласит: Кыргызская республика
суверенное, независимое, демократическое государство. Вторая статья гласит, что на территории Кыргызской республики действует только Конституция Кыргызской республики и законы Кыргызской республики. Тем самым мы обозначили, что мы действительно стали полноценным самостоятельным государством. Следующая, третья статья этой декларации гласит, что Кыргызская республика придерживается и будет выполнять все международные законы и договоры, принятые решения другими государствами. И четвертая статья данной декларации гласит, что Верховный Совет Кыргызской Республики обратился к другим бывшим союзным республикам и странам мира о признании нашей независимости. Как председатель парламента на основе данной декларации я писал письма парламентам многих стран мира провозглашением о том, что появилась новая Кыргызская республика, и мы просим принять решение о признании нашей независимости. Я могу сегодня сказать, что практически все страны мира признают нас полноценным, независимым, суверенным государством. Это наша, конечно, большая-большая победа. Что касается цены, о котором потом вы сказали, что сперва люди не понимали и так далее, это нормально. Может быть, до сих пор есть люди, которые придерживаются такого мнения, и особенно таких было много первые годы нашей независимости, о том, что нам независимость не нужна была, мы должны были оставаться в составе Союза. На этот вопрос я отвечу таким образом. Советский Союз развалили не мы. Мы, кыргызстанцы и руководство Кыргызской Республики, были целиком и полностью за то, чтобы сохранить Советский Союз как единое государство, правда, вновь переформатированный, и составить новый союзный договор. Оно не получилось. 17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум, сохранить ли Советский Союз. И тогда, если по Советскому Союзу проголосовавших за сохранение Советского Союза было 67% населения, в Киргизии, у нас в Кыргызстане 94% нашего населения голосовали за то, чтобы сохранить Советский Союз. Я еще раз повторяю, в том, что Советский Союз развалился, не наша вина. Вот, что же касается, что особенно говорят, что независимость мы не ожидали, мы были к этому не готовы, она появилась так неожиданно, то есть мы не провели такую большую борьбу за свою независимость. Я хочу объяснить. Кыргызский народ в своей многовековой истории всегда мечтал, боролся, стремился к созданию своей государственности. И для того, чтобы создать нашу государственность, многие поколения наших предков и сложили свои головы, и боролись, и стремились именно к тому, чтобы кыргызы были объединены под одно государство. Это наше величайшее достояние, то, что мы сегодня имеем, нашу новую независимую суверенную Кыргызскую республику. 28 лет независимости Кыргызстана. В настоящее время отчетливо обнаруживается потребность в осмыслении и анализе наработанного опыта. Чего добились и что потеряли? Подытожить, так сказать, и оценить результаты деятельности, осознать в целях упреждения просчеты, чтобы в будущем более их не допускать. Как вы оцениваете результаты за пройденный путь независимости? Устои кыргызской государственности, фундамент новой Кыргызской республики, она неизыблема, она крепка, и она выдержит все испытания, какие бы они только не выпали на долю этого государства и жителей народа данной страны. Мы испытали и политические потрясения, мы испытали и очень серьезные экономические и финансовые потрясения. Но
все эти сложности, все эти трудности, которые пришлось пережить нашему народу и нашему государству, они нас закаляют, они становятся для нас уроком для того, чтобы этого не повторять. Еще раз я хочу сказать, обращаясь к нашему народу, не верите тем, которые говорят, что Кыргызстан несостоявшее государство. Кыргызстан – это то государство, которое, несмотря на свои сложности, особенно в области экономической, дает хороший пример, как должно развиваться наше государство и вообще новое государство, как должно развиваться по пути дальнейшего укрепления демократизации страны, поднятия духа своего народа, поднятия духа своего народа на примере тех испытаний и тех потрясений, которые мы пережили. У нас будущее нашего Кыргызстана и нашего кыргызского народа и всех кыргызстанцев хорошее. У нас хорошее будущее, и мы на это можем рассчитывать безо всякого. Независимость помогла нам обрести индивидуальный путь развития. Прошедшие годы дались непросто, как вы отметили. Сумели ли мы придать своей независимости тот весомый характер, который вселял бы твердую веру в будущее и надежду на процветание? И что необходимо, чтобы дальнейший путь Кыргызстана был более перспективен? Кыргызстан – это страна, которая располагает очень-очень серьезными, большими экономическими возможностями. У нас очень богатая природа республики. У нас очень много различных видов. Прежде всего, недра наши очень богатые. У нас прекрасная природа, у нас есть возможность развивать туризм. У нас природно-климатические условия и наличие поливной воды дает возможность развивать быстрыми темпами все, особенно определенные виды сельскохозяйственного и животноводческого направления. Мы эти возможности до сих пор используем только небольшую долю, небольшую только часть того, чем мы сегодня располагаем. Поэтому, я думаю, нам надо больше всего обращать внимание, прежде всего, это на развитие экономики нашей страны. Будет экономическое развитие, будет обеспеченное население рабочими местами, будут люди заниматься именно полезным трудом, у нас будет и меньше миграции в другие страны, а будем прежде всего развивать свою экономическую отрасль внутри нашей страны. У нас действительно очень хорошие возможности. Я советовал бы нашим руководителям страны все-таки больше обращать внимание на экономику и предлагать нашему правительству, предлагать нашему народу, нашим регионам. Вот президент второй год говорит, что мы будем заниматься развитием регионов. Так. Поднятие регионов даст очень хорошие результаты, если действительно регионы, исходя каждый регион из своих возможностей, с учетом и состава населения, и с учетом того, какую отрасль в том или ином регионе можно развивать, в сельском хозяйстве, промышленности и так далее, люди будут обеспечены рабочими местами. Люди будут заняты полезным трудом. И это приведет к тому, что экономика наша, финансовое состояние нашей республики постепенно будет укрепляться. Я думаю, что это прежде всего роль и задача высшего руководства нашей страны быть ближе к народу, знать нужды и чаяния народа и именно
вырабатывает такие пути, такие направления, не просто не по наитию, а на основе научных исследований, на основе экономических проектов, видеть и предсказать, и, главное, направить усилия нашего народа именно на то, чтобы мы общими усилиями могли укреплять нашу экономическую мощь. Именно в этом заключается, именно в этом направлении мы должны искать дальнейшую стабилизацию в стране и дальнейшее укрепление единства наших народов. Медеткан Агай, спасибо за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего вам доброго и до встречи. Уважаемые кыргызстанцы, я искренне поздравляю вас с Днем независимости. Пусть этот хороший, светлый, радостный праздник принесет всем вам, вашим семьям большую радость и надежду на то, что будущее Кыргызстана, кыргызского народа и всех кыргызстанцев хорошее. Удачи вам всем! День независимости Кыргызстана – это главный государственный праздник страны и официальный выходной. Основные торжества, посвященные ему, пройдут, разумеется, в столице страны Бишкеке. На площади Алато пройдут праздничные парады и мероприятия, организуются концерты и выступления местных звезд. В разных уголках города в честь праздника откроются специальные выставки, посвященные истории и культуре страны. На ипподроме пройдут конно-спортивные игры, а закончится день праздничным салютом. День независимости Кыргызской Республики является одним из самых важных и ключевых праздников нашей страны. Этот день символизирует нашу свободу, самостоятельность и целостность как государства. Ни один другой праздник в Кыргызстане не играет настолько значимой роли, как этот. Несмотря на все пережитое, страна не сломалась. Мы не знаем, каким образом сложится судьба нашей страны, куда повернет мировая история и какая роль уготована нашему государству. Но мы верим в светлое и яркое будущее, и пока есть этот день, есть и наше государство. И в завершении программы представляем вашему вниманию подборку самых интересных событий за неделю. 19 августа, понедельник. 31 населенному пункту страны придан статус села. Президент подписал закон. Правительство поддержало снижение размера штрафов за нарушение ряда ПДД. Разаков поручил усилить работу по совершенствованию баз данных правоохранительных органов в ЕРПП. Стартовал симпозиум народностей Алтая. Гости прибыли из 15 стран, среди которых деятели из Казахстана, России, Турции, Монголии, Южной Кореи и Японии. Суд отказал Садыру Джапарову в сокращении срока по амнистии. Кыргызстанцы выиграли 9 медалей на турнире по легкой атлетике в Узбекистане. 20 августа, вторник. Сооронбай Джеймбеков призвал финансовые институты страны быть двигателем развития регионов. Возобновлен авиарейс Бишкек-Дели-Бишкек. В Следственную службу МВД для дачи показаний в рамках досудебного производства по событиям 7-8 августа был приглашен Азимбек Бекназаров, где подписал документы о неразглашении тайны следствия. 21 августа, среда. Глава государства в рамках двухдневного рабочего визита в Нарынскую область принял участие в открытии молокоперерабатывающего предприятия ЗАО «Сютазык» в городе Нарын. Его общая производственная мощность позволяет перерабатывать до 150 тонн молока в сутки. Далее Сооронбай Джеймбеков ознакомился с ходом реализации проекта по обеспечению города Нарын чистой водой и реабилитации канализационных систем. В ходе ознакомления стало известно о том, что 97% жителей города обеспечены чистой водой, 40% имеют доступ к канализационным системам. Верховный суд направил дело Текебаева и Чотонова на пересмотр в Первомайский райсуд. Исакулов Джилдызбек Абдилахатович назначен председателем фонда по управлению государственным имуществом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев. Прежний председатель Ринат Тюлебердиев назначен председателем правления ОАО «Национальная управляющая компания»
образования. Соответствующее решение принял Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской республики. На складе бытовой техники компании «Бека» произошел пожар. Его тушили больше суток. Начато досудебное производство. В Джалабаде на рынке произошел крупный пожар. Сгорело 2500 квадратных метров. В результате сгорели прилавки и товары. Вице-премьер Разаков провел мониторинг работы безопасного города и ЕРН. ГКМБ установил распространительницу провокационного аудио в соцсетях. 22 августа, четверг. Президент провел встречу с жителями Акталинского района и рассказал им о государственной политике регионального развития. На встрече с президентом они подняли ряд проблемных вопросов своего района, на которые вместе с главой государства ответили руководители соответствующих министерств и ведомств страны. Далее, в рамках двухдневной рабочей поездки в Нарунскую область, президент ознакомился с ходом реконструкции дорог и строительства школы в Акталинском районе. Суд отправил экс-генпрокурора Индиру Джолдубаеву под домашний арест, подозревается в коррупции. 23 августа, пятница. Президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айтмамата Назарова. Были обсуждены меры по укреплению энергетической безопасности страны, реформированию энергетического сектора, подготовке к предстоящему отопительному периоду. На 81-м году жизни скончался известный борец за экологию Кыргызстана, орнитолог, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской республики Эмиль Джапарович Шукуров. С октября текущего года учителям повысят заработную плату на 30%. Об этом на августовской педагогической конференции в Чолпонате заявил премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев. 24 августа, суббота. Кыргызстан разгромил Узбекистан и стал чемпионом Азии по волейболу. На этом у меня все. Коллектив телеканала «Пирамида» поздравляет всех кыргызстанцев с наступающим Днем Независимости. А я желаю вам хороших выходных, всего доброго и до встречи. Берегите себя и своих близких.